Xayrli kech barig'izga da bu qavat mendilari bugun bizning endi 6-chi darsimiz 4-chi potogimizning. Men sizni barig'izdan da bek shodman ko'rarga. Hammangiz darsni boshlab jibarik kunlar munda xabarlashib olib, esenlashib olib, salomlarimizni bir-birimizga berdik. Kimlar munda ko'ran Tatyana munda, Asichka Askina, Nuriya. Barızğa da sələm, xəlləriniz nişi, kişləriniz nişik uzza. Bugün indi bizning 4-chi потокның birinchi ilishinin so'nggi darsi. То есть у нас сегодня последний шестой урок, шестое занятие нашего 4-го потока, первой его части. Вот. Так что сегодня какой-то такой замыкающий, даже в какой-то степени. Анна хайрлы киш. Так, kimlar tag'in munda? Aydagiz, qo'shiling'iz. Men boshlab jiberem, qolganlar ana so'ng qo'shilinglar. То есть я начинаю, остальные подтянутся, хорошо? У нас сегодня тоже очень много информации, и мне кажется, я не то, что кажется, я очень уверена и очень надеюсь на то, чтобы она вам поможет в дальнейшем изучении татарского языка. То есть я вам даю некую конструкцию, алгоритм, и вы в дальнейшем уже прорабатываете ее под себя и делаете себе жизнь проще, в изучении татарского языка. Так, переключаюсь тогда на презентажечку. Мы с вами начинаем. Biz sizni bilan boshlab beramiz. Так, bugungi darsimizni, сегодняшний наш урок хочу начать с изучения названий дней недели на татарском языке. Скажу вам, Анна Мухаммадова, хайрлы киш. Скажу вам честно, что даже не все татары знают, как будет дни недели на татарском, все равно путаются. То есть все знают там, скажите мне, пожалуйста, какой вы точно знаете? Мне кажется, для меня было легче всего запомнить, это Джумуа, это пятница, потому что это связано с религией, Джумуа намазы и так далее и тому подобное, да? Кстати, все в священной пятнице. Вот. И, конечно же, это Душанбе, есть даже такой город, это понедельник, да, в голове сразу ассоциация запоминается. Вот. То есть, смотрите, Душанбе – это понедельник, это Сишанбе – это вторник, Чаршанбе – это среда, Пенджишанбе – четверг, Жумуа – пятница, Шинбе – суббота, Якшанбе – это воскресенье. То есть, мне кажется, если, каждый образованный, уважающий себя татарин, человек, который знает татарский язык, хочет знать татарский язык, он, мне кажется, все-таки должен знать, как называются дни недели на татарском языке. Это все-таки нужно все равно. Вот. Надеюсь, вы со мной согласны. Вот. Скажите мне, пожалуйста, кто до этого знал, слышал, а кто впервые это слышит? Да, немножко такие странные слова, они для восприятия, для запоминания вроде тяжело, но их всего 7. Поверьте мне, их легко так запомнить, в принципе. Так, теперь давайте так сделаем. Я вам перед глазами поставлю и буду говорить, например, сейчас я вот так вот сделаю. У вас будет перед глазами. Вы попробуйте мне сказать, пожалуйста, как будет на татарском сегодня вторник. Вот попробуйте употребить знания, которые сейчас только сегодня вторник. Вторник. Было бигзурахмет. Это вы молодцы, то, что находите время на изучение татарского языка. Это очень круто. Как будет сегодня вторник? Анна Прокофьева. У нас сегодня день Ан. Здравствуйте. Так, сегодня вторник. Как будет сегодня вторник? Вспоминаю, как будет сегодня
Вторник это уже у вас перед глазами на экране. Вторник. Будьте повнимательнее. Вторник. Угу. У вас перед глазами на экране. Угу. Как будет сегодня вторник? Да, сишембе. Вот как раз-таки, Татьяна, сначала говорится слово «буген». Сегодня вторник, хорошо? Порядок слов предложений всегда один и тот же. Буген, да, вот это сегодня, завтра, вчера. Это все всегда будет в начале предложения темы. Хорошо. Так, сегодня среда. Давайте. Сегодня среда. Как будет на татарском языке? Сегодня среда. Мы это проговариваем. Я знаю, что это вроде бы одинаковое задание, вроде как скучно, да? Но нет, надо все-таки прорабатывать повторением и так далее. И еще очень круто будет, если вы будете все это проговаривать вслух. Но у нас разные часовые пояса, наверное, все-таки. Было только буген, да. Буген, шершембе. Правильно. Хорошо. Сегодня пятница. Вот как раз-таки это подходит. Сегодня у нас пятница. Сегодня пятница. Как будет сегодня пятница? У меня татарский шрифт, оказывается, стоит. Сегодня пятница. Пятница. Как будет? Бүгін жұмға, әйе. Ага. Бүгін жұмға. Видите, мы не забываем то, что я вам говорила или не говорила, но... Нет, я не говорила. Буковка «г», она говорится, если слово твердое, то говорится как «г». Поэтому говорим «жумга», а не «джумга». Ладно? Так не говорим. Говорим «жумга». И если слово мягкое, то говорим просто как обычное «г». Бүгін жумга. Хорошо. Бүгін шенбе, да. Я вам это не говорила еще пока. Сейчас, секундочку. Так, да, бүгін сегодня суббота. Сегодня суббота. Бүгін шенбе, хорошо. Сегодня воскресенье. Воскресенье. Сразу в воскресенье вспоминается день рождения. Ой, песня учебная. Сегодня воскресенье. Бүгін якшембе. Все, хорошо. Но если вы, например, хотите сказать завтра что-то, да, уже, вы уже говорите иртеге. Завтра. Иртеге. Завтра. Все понятно, да? Вот. Опять татарский шрифт не поставил. Сейчас. Иртеге. Иртеге. Это завтра. Так. Все хорошо. Дальше поехали. То есть, да, глазками пробежимся. Бүгін сишембе, бүгін чаршембе, бүгін пенчишембе, бүгін жумга, бүгін шимбе, бүгін якшембе, бүгін душембе. Все понятно, да? Ну, это уж не будем. Правильное прописание. Теперь ради конкурыш для простые бытовые ситуации. Смотрите. Спрашиваем, как дела. Халлярничек – это как дела. То есть, если вы хотите спросить, как дела у собеседника, у человека, да, у кого-нибудь, то говорите халлярничек. Отвечать на это нужно так. Халлярбик яхши, шеф, дела отлично. Можете сказать халляр яхши, халляр айбет, халляр шеф. То есть разные интерпретации. Так, вы также можете просто спросить халляр нищек, ответить также просто халляр яхши. А халляр нищек, ну, с ней всегда бывает хорошо, да, как хотелось бы
может быть и плохо. Тогда говорите халер нашар. Халер нище, как дела? Но нашар тугель это неплохо, то есть ни туда, ни сюда, 50 на 50. Халер нищек, дела удовлетворительно. Ярыса, ну пойдет по-другому. Хорошо? Халер нищек, халер уртача, дела средние. Халер нищек, халер бюркие, дела так себе. Халер нищек, как дела, халер олдагель, то есть цвету и пахну, дословно как алый цветок. То есть это все отлично значит. То есть вот на один вопрос халявничек, как дела, можно ответить по-разному. Все самые такие распространенные варианты я вам привела в данном слайде. Хорошо? Так, если интересно, я могу тоже это заскринить, отправить в общую группу. Хорошо? Так, теперь попробуем, смотрите. Каждый из вас, напишите, кто сейчас в чате, да, халявничек, ответьте, пожалуйста, у кого как. Халявничек, вот вам вопрос. Вот я вас спрашиваю, халявничек, вы мне должны ответить, каждый из вас, как у него сейчас дела. Но так как многие еще не знают, давайте я еще все-таки поставлю тот слайд. Выбирайте, что вам подходит, чтобы ответить на мой вопрос. Вот я хочу вас спросить. Халявничек, что вам подходит? Может, у вас есть от себя какой-то, что тут не в списке нет. Угу. Вот я спрашиваю, халявничек, вы мне отвечаете, дела так-то, так-то. Угу. Анна мне ответила, что у нее дела отлично. Угу. Это очень хорошо. Отлично. Так, кто мне еще ответит? Как у него дела? Халявничек. Да, и, кстати, халявничек – это более такое разговорное, когда вы общаетесь, получается, либо с ровесником, либо с друзьями, да. Но, естественно, если вы хотите более официально, то уже вы говорите халяргесничек. Угу. Да, миним халяр биркия. Ничего биркия, почему так себе только? Да, халяр нашар тугер, неплохо, хорошо. Так, понятно, да, это халявничек, это когда вы разговорные, с другом, ну, с человеком, которым вы на «ты». А если вы с человеком на «вы», то вы говорите халляргесничек. Халляргес. Ляргес. Нищек. Это как у вас дела. Хорошо? Халляргесничек. Все, хорошо, отлично. Дальше поехали. Дальше у нас есть вот такие вопросительные частицы «мэ». Помимо вопросительных слов, вопросы можно образовать при помощи вопросительных частиц «мэ», вроде русского «ли». Эти частицы присоединяются к ключевому слову после всех других аффиксов, то есть всегда в самом конце, и пишутся они слитно. Ударение на частице «мэ» не падает, остается так же, где было до присоединения частицы. В важных случаях используем вопросительное слово, частицы «мэ» не используются. Понятно, да? Мисал, синме, ты ли это? Синме бу. Бу ağaçlar mı? Это деревья? Алар бүгін ойнайлар ма? Они сегодня играют. То есть из обычного предложения вы можете сделать вопросительное предложение, просто добавив вот эти вопросительные частицы «мэ» последнему слову в предложении. Понятно? Например, урамда яңгыр ява. То есть на улице идет дождь. Вы хотите спросить, то есть это утвердительное предложение, то есть да, на улице идет дождь, все, вы видите, идет. А вы хотите спросить, идет ли на улице дождь? Тогда вы просто говорите урамда яңгыр ява мы. Понятно, да? Да, Анна, рахмет. Дальше, вот, например, вот, например, син арбуз яратасан. Ты любишь арбуз. Это утвердительно. То есть все понятно, что ты любишь арбуз. Вот вы хотите спросить, ты любишь арбуз?
Тогда уже говорить син, арбуз, иратасам. Понятно? Дорогие мои, с вопросительными частицами ме вам все понятно? Anlaşıldı mı? И вот как раз-таки я пойму, поняли вы ли вы, ой, заплелась немножко, поняли ли вы все сейчас посредством практики. То есть на практике мы сейчас поймем, все ли вам понятно. То есть смотрите, сегодня суббота, мы это с вами предложение проходили такое, да, сегодня. Но сейчас мы попробуем, постараемся сделать из этого же предложения просто вопросительное. То есть вспоминаем, как будет суббота. Так как это слово для вас новое, я буду подсказывать, хорошо? Это шимбе. Воскресенье якшембе. Зефие хайрлы киш. Мен сізді бек шатмын көрерге. Я вас очень рада видеть, как и каждого из вас. Даже немножко грустно, то что это уже наше 6-е занятие у 4-го потока, то есть начальный поток. Буген шимбе ме. Вот, как раз-таки, Анна, смотрите, Анна Прокофьева. Если слово мягкое, то будет окончание ме. Если слово твердое, то будет окончание ме. Запомните этот принцип, он всегда один и тот же. У нас, потому что в татарском языке закон сингармонизма, когда гласный всегда либо только мягкий, либо только твердый. Шимбе ме. То есть получается, сегодня суббота, бугын шимбе ме. Понятно? Понятно. Дальше. Сегодня воскресенье. Шимбе. То есть, смотрите, буген шимбе ме. Просто берете вот это слово и в конце добавляете ме. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Так, сегодня воскресенье. Рахмет, Зульфия. Буген якшембе ме? Едерес. Сегодня воскресенье? Ага. Так, вопрос на засыпку. Смотрите, если вы задали вопрос, сегодня суббота, буген шинбе, мы вам задали вопрос, так кто сейчас ответит, тот будет огромный молодец. Вот, например, вам задали вопрос, сегодня суббота, буген шинбе, ну сегодня же не суббота, а как вы ответите? Да, Анна прочитала мои мысли. Ю буген жемга. Да. Или же вы юг буген шимбе тугель можете сказать. То есть как правильно отвечать. Если да, сегодня жимга, например, да, сегодня пятница, а е буген жимга, а е вы можете ответить. Понятно, да? Так, да, сегодня воскресенье, буген якшембе. Так, это красивые горы. Вот, то есть вы собираетесь куда-то поехать, турпоездка, и вы спрашиваете, эти горы красивые? Или эти красивые горы? Yok, bugün cuma, едерес. Bu таулар матурма, едерес. Потому что, видите, вы видите слово то, что матур, оно состоит из твердой гласной, поэтому будет и окончание. Вот эта вопросительная частица м, она будет, получается, с буковкой потому что твердая. Bu таулар матурма, bu таулар матур. Понятно, да? То есть, как можно будет ответить? Я тут заметил, что у нас сегодня чисто женская компания, у нас сегодня нет мужчин. Так. Ага, у нас сегодня женсовет. Потом козлару надо добавить. Так. Бу, таулар, матур, мэ. Да, правильно. Это 30 рублей. Это 30 рублей? Вопрос. Итак, внимание, вопрос. Это 30 рублей.
Ребят, на самом деле здесь ничего сложного нет. Это простые предложения, вы просто из них делаете вопросительное посредством того, что вы просто к последнему слову, в зависимости от его твердости и его мягкости, добавляйте просто частицу «ма». Бу ута сумма. Только я назову. Просто добавьте в конце «мы». Бу ута сумма. Это 30 рублей. Все, теперь правильно. Так, здесь вкусные яблоки. Как будет? Здесь вкусные яблоки. Просто сначала сделайте предложение. Здесь вкусные яблоки. Потом уже вопросительно из него сделайте. Просто добавляйте в конце либо «ма», либо «не». А я. Здесь вкусные яблоки. Сначала утвердительное, потом вопросительное. Да. Biride alma temli mi? Или monda almalar temli mi? Так тоже будет правильно. Так, хорошо. Эйе, almalar temli или biride almalar temli. Ответом будет на этот вопрос. Там горы красивые? Да. Temli mi? Так, здесь, там горы красивые. В том предложении, которое до этого у нас было, там было «это красивые горы». А там, как будет там? Ага, Зульфия уже язык поган. Анда таулар матурма, әйе, дұрыс. То есть там горы красивые, анда таулар матурма, әйе, анда таулар матур. Понятно, да, как отвечать на эти вопросы? Эти лошади большие? Эти лошади большие? Как будет на татарском языке? Эти лошади большие, эти коняшки большие, лошадочки, кони, как по-разному их можно, да, называть? Только матур, только еме. У нас либо не, либо мы. Бу атлар зурма. Все, отлично, хорошо. Здорово, вы все справились. То есть глазками там пробежимся. Сегодня суббота, буган шимбеме. Сегодня воскресенье, буган якшембеме. Это красивые горы, бум таулар матурма. Бу матур тауларма. Это 30 рублей. Бу ута сумма. Здесь вкусные яблоки. Манда алмалар темлеме. Там горы красивые. Анда таулар матурма. Эти лошади большие. Бу атлар зурма. Все понятно, да? Отлично. Дальше поехали. Так, теперь тоже попробуйте просто ответить на вопросы утвердительно. Используйте частицу «эе», да, и уберите вопросительные частицы «мэне». То есть мы сейчас положительно попробуем ответить на эти вопросы. Ну, в принципе, вы можете и отрицательно ответить, кому как нравится. То есть, давайте, как вы ответите на этот вопрос? Буган шинбяна, мы это уже сегодня встречали. Я вам это уже все проговаривала, вы просто сейчас это единым скопом все правильно напишите мне. Меня муляmış ama da bir ağırlıklar da келип çıkmaz. По моему мнению, здесь никаких трудностей не должно возникнуть. Потому что это, ну, просто, для вас тем более. С вашим уровнем это просто. Ю, бугын, жимга. Ай, молодец, Зульфия. Так, если вы видите, что уже ответили, можете сразу на следующее предложение переходить, хорошо? Бугын, якшембе, ме. Ю, бугын, жимга. Бугын, шимбе, тугель. Вы можете также сказать «юг», «бугэн», «шимбя», «тугель», «бугэн», «жимга». То есть разные вариации ответа на вопрос существуют. То есть вы выбираете то, что вам всего ближе и попроще, что вам более нравится. Хорошо, хорошо. Дальше поехали. Бугэн якшембе ме? Юг, бугэн, жимга. Эге, дырыс. Ладно, оставили вот эти шимбе якшембе, мы уже их сегодня проживали хорошенько. Бу мотор тауларма.
Как сказать, да, это красивые горы, или же наоборот, нет, это не красивые горы. Как вы скажете? Нет, эти горы некрасивые, они страшненькие, фу-фу-фу. Да, юкшимбятугель. Все правильно. Угу. Әйе, bu таулар бик матур. Әйе. Можно так сказать, правильно. Тоже. Угу. Юк, bu таулар матур түгел. Да, правильно. Угу. Bu 30 сумма. Давайте попробуем теперь, смотрите, это 30 рублей? Нет, это 100 рублей. Скажите, вот вам вопрос такой, задание такое. Или вот, например, юкунсум. Угу. Угу. Дальше. Yok bu yesun. Дерес, молодцы. Так, мында алмалар тәмле ме? Сказать, нет, это невкусные. Или наоборот, вкусные. Мында алмалар тәмле ме? Угу. Букараксум можно, да, сказать? Yok bu yesun. Молодец. Так, хорошо. Так, а теперь мында алмалар тәмле ме? Здесь яблоки вкусные. Угу. Yok алмалар тәмле түгел. Или yok мында алмалар тәмле түгел. Угу. Yok тәмле түгел, может, как раз. Или просто yok тәмсез, еще можно сказать, да? Или әйе алмалар тәмле, әйе тәмле, әйе мында алмалар тәмле. То есть разные вариации можно как ответить. Хорошо. Анда таулар матур ма? Как скажете? Анда таулар матур ма? Анда таулар матур ма? Угу. Әйе, анда таулар матур. Әйе, молодцы. Так, и сразу давайте. Бу атлар зурма. Например, наоборот скажите. Нет, они маленькие. Кто будет маленький? Кто знает, как будет маленький? Мне кажется, это слово знают. Люди многие. Особенно вы. Бу атлар зурма. Yok bu atlar кішкене. Әйе, дұрыс. Все, отлично. Все, я перехожу к другому слайду. Хорошо? Потому что уже все понятно, да? Yok atlar кішкене. Так. Вот смотрите. Отвечаем на вопрос утвердительно. То есть это все практика, да? Бүгін шенбе это вот все мы просматриваем. Понятно, да? Хорошо. Ну, это мы уже проработали. Тоже, вот если хотите ответить на вопрос нет, то есть отрицательно, то вы будете говорить юк бүгін шенбе түгел, юк бүгін матур таулар түгел, юк мында алмалар тәмле түгел, юк bu атлар зур түгел, юк бүгін якшәмбе түгел. Или юк bu 30 сум түгел, юк анда таулар матур түгел.
То есть это вам понятно. Напишите, пожалуйста, кому непонятно, кому понятно. Угу. Я перехожу к следующему слайду. Напишите, пожалуйста, кімге аңлашылды, кімге аңлашылмады, кім вообще не в теме. Кім вообще темада түгел. Так. Там біздің бір тартық ауызлар қалды, өзеншеліклер. То есть у нас есть своеобразные согласные звуки. И один из них является как раз-таки в авазы. Читается как английская W. В авазы біленяңа сөздер. Запомните раз и навсегда. Во всех татарских словах буковка В читается как В. Так, как английская W. Понятно, да? Но есть у нас слова, которые не переводятся на татарский язык. Например, телевизор, вагон, там, видеокассета, да, видеофильм, там какой-нибудь. То там читается как обычная русская В. Все, ничего такого сложного нет. Вот. Ауазы белән яңа сүзләр. Ауыл, деревня. Ауыз, рот. Ауыр, тяжелый. Ауры, болеет. Вакыт, время. Ват, разбей. Тауыш, голос. В русских словах вот читается по-русски Волгоград, Вологда, Вова, да, и я уже это вам говорила. В конце слова иногда и в других случаях У меняется на Б. Например, тау, таув, тау, бау, бауэр, веревка. Понятно, да? Дальше поехали. Буква Х по сравнению с русским вариантом произносится более гортанно, более глубоко в горле. Это связано с тем, что у нас есть его парное Х. Х ауазы белән яңа сүзләр. Хатын, жена, женщина. Хәреф, буква. Халык, народ, хат, письмо. Рәхмәт, спасибо. Хәзер, сейчас. Хуҗа, хозяин. И у нас есть такая буковка Х, которая произносится как легкий выдох, ближе к немецкому или английскому Х. И у нас был такой преподаватель, который нам всегда говорил, что если вы правильно произносите буковку, ну вот это звук Х, у вас немножко должно щекотать в пупке. Ну, как будто вот передергивается, получается. Если оно у вас это происходит, значит, вы правильно говорите буковку Х. Понятно, да? Х, Х, Х. Понятно, да? Х авазы белән яңа сүзләр. Хэм и шәһәр. То есть мы не говорим шәһәр. Это неправильно. По произношению правильному говорится шәһәр. Хауа, погода, воздух, небо. Хэр, хәрбер. Каждый употребляется как прилагательные. Хәркем. Каждый употребляется как существительное о живом. Мы в татарском языке знаем, да, то, что только на вопрос «кто» отвечают только люди, в отличие от русского языка. Понятно, да? В русском языке же на вопрос «кто» отвечают и животные, и люди, и все живое. В татарском языке же животные будут отвечать на вопрос «нерся». Если переводить на русский, то это вопрос «что». Понятно, да? Так, теперь вам домашнее задание вот эти слова выучить. Это ауыл, деревня, ауыз, род, ауыр, тяжелый, тяжелое, 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 тяжело, ауры, болеет, вакыт, время, ват, разбей, тауыш, голос, звук, шум, хатын, жена, женщина, хәреф, буква, халык, народ, хат, письмо, рәхмәт, спасибо, хәзер, сейчас, хуҗа, хозяин, шәһәр, город, һава, погода, воздух, небо. Һәр, һәрбер, һәркем, каждый. Выучить недели. Дүшәмбе, понедельник, сишәмбе, вторник, чәршәмбе, среда, пәнҗешәмбе, четверг, җомга, пятница.
Чимбе – суббота, якшембе – воскресенье. Выучить правила формирования вопроса при помощи вопросительных частиц ме. Это понятно, да? Сейчас тоже мы с вами повторим. Так, что у вас осталось? Попробуйте, пожалуйста, писать нужные буковки. Кто знает, ну, может, у кого-то нет, конечно, татарских этих раскладки. Кто знает. Потом я вам буду задавать вопросы. Пишите нужные буковки, чтобы у вас осталось еще в памяти. Ася зв'язала. Угу. Душанбе, отлично. И сразу напишите, пожалуйста, Душанбе, что это, какой день недели. Чтобы уж прям в памяти остался. Душанбе. Угу. Сишанбе, правильно. Отлично. Угу. Угу. Да, Душанбе – это понедельник. Да, хорошо. Чаршанбе – это среда. Отлично. Пенджишанбе. Пенджишанбе – это четверг. Джумга – пятница. Угу. Сейчас я вам буду, давайте допишем это, потом буду рандомно вопросы задавать. То есть каждому из вас вы попробуйте мне сходу ответить. У кого как получится, конечно же. Так, сейчас я запрягусь, я вам буду задавать вопросы. У нас как раз время позволяет, мы можем никуда не торопиться и спокойненько провести наш последний урок. Угу. Отлично. Так. Угу. Так, скажите, я сейчас буду смотреть, кто у нас онлайн, и буду задавать вопросы. Так, Татьяна Панкратов. Sizning ko'zlar neydi? Sizning ko'zlar neydi? Что я сказала? Ваши глаза какого цвета? Попробуйте сами. Я вас учила, как правильно отвечать на вопросы. Угу. Так, Зульфия. Так, sizning shashingiz neydi? Так, это Зульфия. Дальше. Кто у меня тут еще в онлайн? Вижу. Анна Гайнулина. Давайте вам вопрос. Сіз қайда эшлисіз? Этот вопрос у нас тоже был. Вы где работаете? И вообще, можете прям на все вопросы отвечать выборочно. Какой вопрос нравится? Я сейчас несколько напишу. Вы отвечайте тогда. Потому что я всех не могу следить. Кто в онлайне, не могу понять. Хорошо? Мне так даже будет проще, наверное, кажется. Так. Зульфия, Нефилони.
Отвечаем на предложение полностью. Только ладно? Прям полностью отвечайте на предложение. Так, шли будет в конце предложения, потому что это глагол. Мин, банк-та, шли. Хорошо. Так, по желанию тоже ответить на вопрос. Син, кая, яшисы. Где ты живешь? То есть в каком городе? Или кайда. Можете кайда. Син, кайда, яшисы. Выборочно выбирайте. Угу. Миним шешим харадста. Вот, правильно, Зефия молодец. Так, вы тоже можете еще выбрать другие любые вопросы. Я сейчас буду писать и отвечайте, какой вам нравится. Можете на все ответить. То есть мы сейчас практикуемся. Угу. Миним кузяр кызыл крем тюсте. Можно еще добавить. Угу. Так, хорошо. Син. Яратасана. Ты любишь Казань? Син Казаны Яратасана? Угу. Так. Угу. Так, следующий вопрос еще тоже я написала. Сини ярко на шамбаху миди. Твоя любимая, ну, твоя любимая еда. Блюдо можете. Угу. Ага, хорошо. Отвечайте полностью, ладно? То есть вот вам конструкция. Вы просто вместо вопросительного слова подставляете ответ. Понимаете? Так. Казан, матурма. Угу. Минем яраткан ашамлык алмалар. Хорошо? Потому что если вы просто скажете миним ашамлык алмалар, это моя еда яблоки. Моя еда яблоки. Что вы хотели сказать? Непонятно. Ага. Казан шахаре матурма. Отвечайте прям выборочно, какой хотите. Угу. Кто еще ответит? Кто молодец, кто хочет потренироваться? Угу. Да, әйе Казан шәһәре матур, değil mi? Угу. 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 О, куриный бульон очень вкусно, да. Токмачлы, әйме? Искиткіч.
Nimertan şalom, tavuk şu. Hı hı. Tan kim cevap bere? Hı hı. Сейчас. Смотрите. Мине яраткан ашамлыгым. Вот вы, смотрите, ашамлык, вы его спрягаете в личное окончание. Минем ашамлыгым. Минем яраткан ашамлыгым. Алма. Угу. Понятно? Так, вы потихоньку отвечаете на вопросы. И, ага, не Москва, да? Только Москва время. Так, вы потихонечку отвечаете выборочно на вопросы. И если у вас какие-то тоже вопросы, вы можете их задавать. У нас пока есть время. Я специально оставила время, чтобы вы могли в свободном полете задавать какие-то вопросы. И если вам что-то непонятно, чтобы я еще раз все объяснила. Угу. Так, скажите мне, пожалуйста, все ли вам было понятно из этих 6 уроков? Altı dersten barsa sizge anlaşıldı mı? Üşadı mı? Nersedir üşamadı может? Угу. Татарстан Республикасы зур. Әйе. Дұрыс яздыңыз дейді, София. Так, ребят, напишите, пожалуйста, все ли вам понравилось, для того, чтобы я в дальнейшие курсы, может, какие-то там в Татарстане Республика Салтача. Ну да, в принципе. Ну, если считать все районы, то он достаточно большой, я считаю. Понятно. Я, понятно, запомнила не все. Ну, запомнить это понятно, что невозможно было как бы так вот в таком быстром режиме все запоминать. Эти уроки еще висят, то есть вы можете их просмотреть. И все посредством практики. Все понимаете, да, ведь? Чтобы я как-то на следующие курсы как-то усовершенствовала, может, где-то недочеты какие-то были, вы можете все сейчас это высказать, если вам что-то не понравилось. Так, Тан Сраулара Вазбана Карата. Есть еще вопросы по отношению ко мне, к преподаванию, к татарскому языку? Есть много советов, я же вам уже говорила, да, то, что чтобы лучше понимать татарский язык, чтобы у вас был, лексический состав побольше, да, вот, вам нужно больше смотреть каких-то видео, каналов на татарском языке, слушайте песни, я вам это уже говорила. Ага, да. Я вам дала то, от чего можно оттолкнуться, а дальше уже все в ваших руках. Если есть желание, мы встречаемся 20 июля, то есть там вот уроки, 20 уроков впереди, если есть желание. Я никого не принуждаю, это дело каждого. То есть я вам дала какую-то основу. Угу. Да. Ну, у всех разный подход, у всех разное восприятие, поэтому, да, я не под одну гребенку всех. Просто хочу сказать то, что я вам дала основу какую-то, да. Естественно, за 6 уроков невозможно все дать. Поэтому я дала для ознакомления, чтобы вы все-таки хотя бы немножко хотя бы понимали, что такое татарский язык, с чем его едят, из чего он состоит, в чем его отличие от других языков, в чем его особенность. Чтобы вы уже вот эти небольшие правила могли уже употреблять. Так, на этой радостной ноте мы попрощаться, не попрощаться, уж так тоже нельзя говорить. Так, на этой такой радостной ноте хочу вам сказать огромное спасибо. Ралиф, вы что-то поздно. Синиктер Санкардегас, меня уже сол булашам. Так, на этой радостной ноте
даже, может, даже немножко грустной ноте я заканчиваю сегодняшний урок. Всем огромное спасибо, что все 6 дней терпели меня, смотрели, выходили в прямой эфир со мной, точнее, смотрели прямой эфир мой. Sizga barig'izga da bek rahmat, siz bek aktiv bo'ldingiz, bek tilab qatnashdingiz, bitim birimlarini ishladingiz, с активным желанием работали, выполняли все задания, которые я вам задавала, очень ответственно относились к заданиям, к выполнению заданий. Это очень круто, и это очень действительно круто. И это показывает то, что вы очень ответственны, и вам не безразлична судьба татарского языка. Шуңа күрә я вами горжусь. Мен сезнең белән горурланам, һәм мин сездән бик тә канәгать. Я очень вами довольна, и я, на самом деле, я очень рада, что у меня были такие ученики. Еще у нас в дальнейшем будет и 5-й поток, и 6-й Алаберса, да, то есть вы спокойно можете тоже заходить, участвовать, это не возбраняется, если, ну, то есть можете повторно участвовать в других потоках, то есть они тоже будут же по 6 бесплатно, то есть об этом информация будет в группе, если хотите, то есть я всегда вам рада, я пока здесь, никуда не ухожу, поэтому, рахмат. Если какие-то пожелания, можете просто тоже отзывы написать, чтобы мы развивались и дальше, чтобы становились лучше и лучше и лучше. Вы понимаете, да, все? Так, сұрауларыңыз бармы, юкмы, языңыз. То есть я открыта к общению, я всегда открыта, никого как бы отворот-поворот не даю. Вот. Да, вот именно. Я сама лично, я учитель татарского языка, то есть я дипломированный специалист, я работала 4 года, ну, как университет закончила, 4 года работала учителем татарского языка, потом произошла вот эта шумиха с татарским языком, и так получилось, то, что мне пришлось переобучиться на учителя русского языка, теперь я преподаю русский язык, и, ну, так получилось, что я попала под сокращение, и мне не досталось уроки татарского языка. Мне пришлось переобучиться. И поэтому для меня очень важно сохранить татарский язык. Я не могу жить и не преподавать его, и не учить его другим. Поэтому я считаю, что это какая-то же моя миссия. Вот. И я хочу, чтобы таких людей, как вы, было больше. Sizning kabi kishilar ko'proq bo'lsin deb umidlanim. Tatar tilini unutmaylik, tatar tilini saqlab qolaylik. Тағы бір қат барыңызға да зор рахмет. Бұл 6 күнні менің білән уздырғаныңыз үшін бик зор рахметімді білдіресім келе. Сіз зор молодецлар. А мен сіздің білән танышуыма бик шатмын. Я очень рада была с вами познакомиться и дальнейших встреч тоже ожидаю с вами. Бик зор рахмет. Сау болыңыз. Традиционно рәвештә. Сау болыңыз. Барыңызға да бик зор рахмет.